Второй международный музыкальный фестиваль – это в первую очередь большое музыкальное событие для нашей страны. Диалог культур между музыкантами со всего мира с акцентом на богатое музыкальное наследие Абхазии. У артистов была возможность предоставить зрителям 24 номера – инструментальные, вокальные и хоровые композиции. Мировые шедевры звучат в Пицунском храме не в первый раз, а сила и мощь этого особенного места усиливает наслаждение музыкой. Художественный руководитель и генеральный директор фестиваля – молодой пианист и дирижер Барас Куджба. У Бараса во время нашего интервью были смешанные чувства. С одной стороны, фестиваль прошел с огромным успехом, с другой – сложно осознавать, что эти 6 дней так быстро пролетели. Барас уверен, что фестиваль оставил у зрителей массу впечатлений и положительных эмоций. То, что мы делаем, это вызывает у людей очень теплые, добрые чувства. И для нас это самое важное. Мы музицируем, да, общаемся с музыкантами из разных стран и влюбляем их в наш город. Для меня, как художественный руководитель фестиваля, наверное, это самое главное, что людям нравится, что людям будет что вспоминать. И хотел бы выразить всем нашим спонсорам слова благодарности и также всем нашим артистам. Без них это было бы невозможно представить. И, конечно же, наших жителей города хотел бы отдельно отметить. Это прекрасный город, и наши жители города, скажем, с удовольствием способствовали тому, что все проходило легко, да, и, как говорится, и фестиваль, так скажем, работает на город, и город работает на фестиваль в дальнейшем. Я надеюсь, что будет более плодотворное сотрудничество. На завершающем концерте было много сюрпризов. Например, артисты из России и Армении Богдан Гуйнок и Жан Мартиросян исполнили вместе с государственной хоровой капеллой абхазскую народную песню «Ауарден». Богдан в Пицунде впервые, и спеть абхазскую песню перед абхазским зрителем для меня большая честь, отметил он. В этом году мне удалось попасть на этот прекрасный фестиваль, и его устраивает мало того, что это мой друг большой Барас, но и прекрасный музыкант, великолепный дирижер. И для меня, конечно, это большая честь, потому что здесь собрались молодые артисты прекрасного уровня, и это очень круто. Впервые в Пицунском храме прозвучала и китайская скрипка эрху. Независимо от того, быстрый или медленный музыкальный темп, инструмент производит звук бесподобно красивый, но все же грустный. Играла на эрху китаянка Джоу, которая с большим удовольствием приняла приглашение на участие в этом музыкальном фестивале. Я выпускника Московской консерватории, и я не первый раз приехала в Абхазию. 2 года назад я с камерным хором Московской консерватории уже ездила и пела уже в этом великом храме. Для меня это большая честь участвовать на таком фестивале, потому что в этот раз я не только как хоровой дирижер, а и как солист. Солист китайский народный инструмент эрху, чтобы показать абхазский народу китайскую народную музыку. Пицунский храм был заполнен людьми. Зрители бурными овациями встречали артистов. Я в восторге, правда. Мы 2-й день в Пицунде только с семьей, и меня переполняют чувства. Мы все плакали.
На самом деле стоило приехать сюда не только ради моря, но и ради этого фестиваля. Спасибо большое. Просто потрясающий. Попали случайно, приехали погулять в Пицунду и увидели, что здесь последний день фестиваля, и, конечно, не прийти было невозможно. Эмоции зашкаливают. Просто вот как бы такой полноценный концерт уже давно мы не смотрели, поэтому потрясены. Нам все очень нравится. В завершении вечера Барас Кужба напомнил, что артисты из Абхазии, России, Турции, Китая, Азербайджана, Беларуси и Армении представили 9 концертных программ за 6 дней. Он поблагодарил всех участников и отметил, что порадовавшие зрителей музыканты приезжают в республику как друзья и очень верят в этот проект, в фестиваль и в нашу страну. Сария Кварацхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение.